Здравствуйте, я учитель русского языка и литературы специализированной школы-интернат Уркель, Жакупекова Гульнар Набиевна. Представляю вашему вниманию урок в 8 классе по теме двусоставного предложения «Подлежащее и сказуемое». Цель урока – научить распознать, выделить грамматическую основу предложения и ознакомиться видами простого предложения, именно двусоставного предложения. По составу простое предложение может иметь два вида – двусоставное и односоставное. Двусоставное предложение имеет грамматическую основу, то есть подлежащее и сказуемое, а односоставное предложение только с одним главным членом предложения. То есть грамматическим центром двусоставного предложения является грамматическая основа. Если остановиться на подлежащее, то можно сказать, что подлежащее – это главный член предложения, в котором заключается основной предмет высказывания. То есть подлежащее – это значит лежащее в основе предложения. Подлежащее может быть выражено существительным и именительным падеже. Например, вверху летит ласточка. Кто летит? Ласточка. Существительный и именительный падеж. Отвечает на вопрос «кто?». Подлежащее также может быть выражено местоимением первого, второго, третьего лица единственного и множественного числа в именительном падеже. Он плетет свою паутину. Кто плетет свою паутину? Он. Местоимение второго лица единственного числа. Также подлежащее может быть выражено неделимым словосочетанием. Прошло несколько дней. Что же прошло? Несколько дней. Это у нас неделимое словосочетание. А также подлежащее может быть выражено инфинитивом, то есть начальной формой глагола. Курить, здоровью навредить. То есть в данном предложении подлежащим является слово «курить», это начальная форма глагола. Что же такое сказуемое? Сказуемое – это главный член предложения, который связан с подлежащим. Если сказать, сказуемое – это то, что сказано о подлежащем. Также сказуемое содержит сообщение о том, кто такой предмет, или что такое предмет, каков он, что с ним происходит, или что он совершает. Сказуемое делится на простые и составные в зависимости от того, как в них выражается лексическое и грамматическое значение. То есть имеет вид простое глагольное сказуемое, например, в первую очередь. Что же такое простое глагольное сказуемое? Простое глагольное сказуемое выражается одним словом, в котором лексическое и грамматическое значение воплощается в одном слове. Простое глагольное сказуемое выражается одной глагольной формой. Например, мы находимся, мы находились бы, мы будем находиться. Здесь глаголы находились бы, будем находиться, находимся. Что такое составное глагольное сказуемое? В составном глагольном сказуемом лексическое и грамматическое значение заключается в разных словах. Например, вспомогательный глагол и в инфинитиве, то есть начальной форме глагола. Что же такое вспомогательный глагол? Вспомогательный глагол может быть модальным, то есть со значением возможности, желательности долженствования. Также вспомогательный глагол может быть фазисным, то есть значение начала, конца, середины действия. Например, сознание не может пристроиться. В данном случае вспомогательный глагол не может, а инфинитив может перестроиться. Следующий вид глагола – составное именное сказуемое. То есть следующий вид сказуемое – составное именное сказуемое. В составном именном сказуемом лексическое и грамматическое значение также заключается в разных словах. Что и глагольное? Здесь имеется в виду глагол-связка, который имеет грамматическое значение. Также есть именная часть, которая имеет лексическое значение. То есть глагол-связка может быть отвлеченной, то есть выражена глаголом «быть». Полуотвлеченной, то есть выражена словами «стать», «становиться», «являться», «казаться», «считаться», «представляться», «оказаться» и также другими глаголами. Например, смотрите, он был белозуб большерот. Данным предложением был это глагол-связка. Извиняюсь. Он был
это будет глагол связка, Белозуб Большеров является именной частью слова. Я представлю вашему вниманию следующее задание, где вы должны подчеркнуть грамматические основы, а также определить тип сказуемого. Здесь в первую очередь я вам даю задание, которое вы должны в определенное время выполнить, найти грамматическую основу, то есть подлежащее сказуемое, и потом определить тип сказуемого. После этого, как вы выполните это задание, я вам даю свой вариант ответа. Вы должны проверить своим ответом. Например, в первом предложении сказуемое должны перетерпеть. Это составное глагольное сказуемое. В следующем предложении состановиться, все ощутительное, это значит составное именное сказуемое. Также здесь все это указано, все это показано, где что, какой глагол имеется, какой глагол подчеркнуть, какой глагол вы должны подчеркнуть. Также даю вам задание такого же типа, где нужно также найти грамматические основы, какими частями речи выражены подлежащие. Здесь уже вы определяете, какими частями речи выражается подлежащее сказуемое. И также определяете типы сказуемых. Здесь такое же задание, которое оно повторяется, аналогичное задание. Здесь дается для проверки выделены сказуемые, где какие сказуемые находятся. Если обратить внимание на тему урока, это тема урока двусоставных предложений. Почему мы сегодня повторяли глаголы и подлежащие, то есть грамматическую основу? Потому что двусоставное предложение, как тип простого предложения, состоит из грамматической основы. Там должна присутствовать грамматическая основа, то есть подлежащие сказуемые. Например, перед вами 5 предложений. Потянулись по селу обозы с хлебом, здесь есть подлежащие обозы, сказуемо потянулись. То есть грамматическая основа по всех этих предложениях. Спасибо за внимание. До свидания.